Кристина, первый этаж сильно утонул? We won't put on the stuff put on. Yeah, well, what we want to do of it. И это не кадры из интернета. Это Сухум, улица Чанба. В ночь с 15 на 16 августа сильные ливневые дожди стали причиной подтопления частных домов. Все дело в том, что несколько рек Басла, Гаригвара и Сухумка вышли из берегов. Люди не спали практически всю ночь, пытаясь спастись. Было страшно смотреть, с какой скоростью вода поднимается. А на руках младенец укрыться негде, говорит жительница улицы Чанба Инеза Эшпа. У семьи Эшпа билетажный дом, второй этаж нежилой. Но чтобы спастись от воды, они поднялись по этой лестнице наверх. На кухне ничего нету, все испортилось. Кухня, что стояла. В спальне все испортилось. В 2 спальнях. В зале вон мебель, что стоял, диван и стол там. Внутри стоит, даже не вынесли. Куда девать, чтобы я на улицу вынесла, помила, тоже места нету, вся в кресле. До чего мокрая. Вон до этого стенка все посыпалось. Полностью дом, все стенки потрескались. Вся мебель, техника и вещи пришли в негодность. Стены вплоть до потолка мокрые. У дома практически нет двора. Вода снесла и забор. Семье негде даже переночевать. Внук, которому едва исполнился месяц, сейчас временно проживает у дочери. Но и там своя семья, и живут они в однокомнатной квартире. Бедствие такого масштаба семьи Эшпа коснулось впервые. По словам хозяйки, у соседей не раз бывали подтопления. Они даже обращались за помощью к властям. 3 года тому назад, когда железки принесли, там сказали, сделаем, все принесли, положили. На 2-й день пришли, все забрали. Очень дорого обходитесь. Такая же картина и у многих других жильцов по улице Чанба. Вокруг ил, песок, грязь во дворах и помещениях. Ниже на улице Соловьева коммунальные службы города, сотрудники МЧС, служащие Минобороны Абхазии помогают пострадавшим жильцам. Помогают и родственники хозяев. Люди говорят, что такого рода наводнений давно не было. Вот с 95-го года вода в дом не заходила. А вчера ночью в 3-4 часа ночи примерно вода поднялась на уровень 2,5 метра и зашла в дом. Нанесен огромный ущерб, начиная от мебели, диванов, кровати, вся техника, кухня, полы. Это все нужно менять, потому что это невозможно восстановить даже. Поток воды был настолько мощным, что сдвигал даже тяжелые холодильники, мягкую мебель и автомобили. Сейчас люди по возможности приводят свое жилье в порядок. В этом им помогает и столичная администрация. Вот сейчас вот этот пол, что вы видите, под ним у меня бетон. Значит, сейчас сверху я чуть отмыла, с подвала вытащили воду. Но внизу вода. Все, значит, это все уже, считайте, все снимать, выкидывать надо. В любом случае, все набухнет. Уже начало я увидела сегодня. Это уже 12 часов, оно все в воде. Мне даже совесть не позволяет лишнее говорить. Настолько люди пострадали. Сейчас администрации города я очень благодарна. Первый раз, кстати, вот так организовано. Рабочих дали, сейчас контейнер привезут, вот водовоз подогнали. Сейчас я просто надеюсь, что они мне вот так все промоют, это невозможно. Район Турбазы – один из самых пострадавших в Сухуме. Вода нанесла большой урон объектам общественного питания и торговли. Тяжело было работать, потому что вода была больше, чем полметра. Затопило, ходить невозможно было. В 4 утра, сами понимаете, дозвониться до кого-то тяжело, вдвоем, втроем, своими силами как-то что-то, какие-то трубы прочистили, ливневки какие-то там с какими-то палками, что-то пытались сделать. Ну, к 6 утра уже тоже люди сюда, сотрудники приходят, ну, что 6-7 утра начинают здесь предприятия все работать, но затоплено было все. По словам предпринимателя Нуны Чантуры, ей сегодня трудно оценить ущерб, который нанесла стихия. Если раньше тонули только прибрежные районы Баслы, это жилые кварталы, жилые дома, сегодня пострадали мы, люди бизнеса, которые вот в каком состоянии находимся. Видимая часть это Малого айсберга, которую мы с 5 часов утра уже выгребаем силами всех сотрудников дружного коллектива сплоченного. Сзади у нас есть производство, где намного сложнее дело. Затоплена мука, затоплен сахар, затоплены продукты. Ущерб я не собираюсь оценивать сегодня,
С 2 ночи по поручению главы администрации города Сухум Беслана Ешба был созван оперштаб. Все службы администрации города, ДРСУ, Зеленое хозяйство, ЖКХ, Водоканал весь день работали над устранением последствий потопа, смывая ил со двора и улиц столицы. Бригады машин МЧС из Ачамчира, Гудзыры, Гудауты прибыли в столицу для оказания помощи. МЧС очень оперативно включилась в работу буквально с первых же часов начала ливня, потому что поступили первые звонки за помощью. Дело даже дошло в некоторых местах до эвакуации людей, поскольку отдельные дома были потоплены даже до уровня 2-го этажа. Так что ребята поработали оперативно, быстро, в общем, никто не пострадал. Потоком реки сорвана водопроводная труба диаметром 300 мм над рекой Басла. Аналогичная ситуация с трубой и в другом районе города. Сотрудники водоканала работают над устранением аварии. Из-за этого запланированные на понедельник ремонтные работы были перенесены. На время работ некоторые районы Чанпа, Турбазы и прибрежной части столицы остаются без воды. Работы по устранению последствий стихии продолжатся и во вторник. Дениза Герки, Ильдар Дамиров, Алексея Кухава и Нала Кухава, Абхазское телевидение.